Вторая жизнь для старой школы. Долгожданный капитальный ремонт в Карабулакской первой гимназии начали в начале апреля. Школа, за долгие годы ставшая родной для многих, давно нуждалась в обновлении. Изношенные коммуникации, устаревшее оборудование и обветшалый фасад требовали серьезных вмешательств. У нас обветшалая канализация, система электрики, водоснабжения, пожарная сигнализация у нас вышла из строя. Необходимость в капитальном ремонте была большая. Сейчас здание школы кажется заброшенным. Облупившаяся краска, выбитые окна, трещины на стенах. Но скоро это изменится. Унылые серые стены сменятся яркими красками и оригинальным дизайном, говорит прораб Муслим Арчаков. Строители уже завершили демонтаж старых конструкций. Частично начаты и электромонтажные работы. Работы по внутренней отделке уже начаты по этажам. Полностью идет установка окон. Третий этаж мы окна установили, осталось зацепление сделать. Второй этаж у нас сейчас, первый этаж идет полностью снятие демонтажа окон. Двери мы сняли. В принципе, весь демонтаж у нас закончился. Сейчас потихоньку будем уже собирать школу. Школа на 704 места была построена в 2008 году. За 16 лет это первая масштабная реконструкция. Около 4 лет назад в учебном заведении проводили небольшой ремонт. В процессе работы были упущены некоторые моменты. В связи с этим школа очень стала уходить в технической части очень критичное состояние, так как тут учатся наши дети. Это было необходимо для этой школы. Этот ремонт нужно было делать по-любому, потому что нам и крышу надо частично менять. Есть потеки, из-за этого ремонт школы ухудшается, стоит сырость. Отопление частично очень плохо работало, канализация практически на улице часто не работала, неприятные запахи. Из-за этого нам пришлось полностью капремонт делать. Федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» – это проект по капитальному ремонту здания общеобразовательных организаций. Программа инициирована президентом страны в 2022 году. Так, за это время в республике уже полностью обновили 29 учебных учреждений. В этом же году преобразования будут еще в 6 школах. Этот вопрос стоит на личном контроле главы региона. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магаз 24.